В сентябре вступает в силу ряд правил, направленных на борьбу с мошенниками, в том числе ограничения при снятии наличности в банкомате и период охлаждения по кредитам. Давайте узнаем, что нового ждет нас в мире личных финансов. Если вы пенсионер, то далее вам будет интересная информация о том, что с сентября стандартно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. С сентября они начнут получать двойную фиксированную выплату, пенсию повысят в беззаявительном порядке. Стоит отметить, что эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии. А если вы студентка и мама в ожидании ребенка, с 1 сентября Социальный фонд России начнет выплачивать пособие по беременности и родам будущим мамам-студенткам очной формы обучения. Выплата будет предоставляться обучающимся на платной или бесплатной основе в вузах, в колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и даже научных организациях. Вот такой интересной и актуальной темой мы открываем новый сезон передачи про деньги. С вами Рита Якушева, и сегодня мы поговорим о том, какие законы вступили в силу с началом осени и как они могут затронуть ваш кошелек. У нас в гостях Татьяна Владимировна Дроздова, начальник экономического отдела отделения Банка России по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Да, и первый вопрос, наверное, я думаю, мы начнем с того, что же изменилось. И конкретно с изменений, которые касаются снятия наличных в банкоматах. Что нового и для чего нужны эти изменения? Забегая вперед, сразу скажу, что вообще все нововведения, которые у нас в сентябре сейчас происходят, они в большей степени направлены на защиту граждан от мошенничества. И не секрет, да, что мошенники могут заставить любого человека, в принципе, снять деньги в банкомате и передать посторонним лицам, в том числе дроперам. Поэтому с сентября банки будут более внимательно относиться к снятию денег через банкомат. Они должны будут понять, что человек не находится под влиянием мошенников. Для того, чтобы это понять, Банк России определил 9 признаков, по которым банки должны будут смотреть, как человек снимает деньги, где он снимает деньги. И исходя из того, вот, если хотя бы один из признаков будет, то банк предпримет определенные действия. Угу. А вы можете рассказать подробнее, что это за признаки? Ну, давайте я все 9 перечислять не буду, назову там такие несколько, которые, наверное, будут самые основные. Ну, во-первых, это нетипичные какие-то операции для человека. Ну, например, он начинает снимать деньги в банкомате через QR-код, либо через виртуальную карту, через телефон, но до этого всегда снимал, например, только с пластиковой карточкой, с помощью пластиковой карты. А также будет подозрительно, если человек в течение 24 часов закрыл большой вклад, досрочно причем закрыл. Это сумма вклада от 200 тысяч рублей. И после закрытия вклада пытается их снять, если это происходит именно в течение суток. Также подозрительным будет, если человек перевел себе сумму большую по системе быстрых платежей, тоже сумма от 200 тысяч рублей, либо получил кредит на такую же сумму. Кроме того, банк будет обращать внимание на то, какими банкоматами человек пользуется, вот местонахождение банкоматов, время, сумма, количество запросов. Ну, допустим, человек ежемесячно снимал по 10 тысяч рублей в банкомате возле своего дома. А тут, например, 2 дня подряд он пытается снять по 100 тысяч, причем в разных банкоматах. Это, получается, банк посчитает как нетипичные операции для этого человека, и тоже он предпримет определенные действия. А также для банка будет признаком того, что человек находится под влиянием мошенников, если банк откажет в выдаче денег через банкомат в течение суток более 5 раз, 5 и более раз, в том числе, если человек там неправильно вводит пин-код. И вот любой из этих признаков банк может посчитать, что это нетипичное поведение для человека, поэтому он сразу уведомит своего клиента об этом, и на 48 часов
установит лимит по выдаче наличных денег из банкомата. Этот лимит в пределах 50 тысяч рублей будет. Вот этот двухдневный период охлаждения, он как раз даст человеку возможность как бы понять, находится он под влиянием мошенников, либо это его осознанные такие действия. И вот как раз этот период позволит человеку немножечко задуматься о том, нужны ему эти деньги или не нужны в таком количестве. Ну, получается, что если мне нужно, например, для себя снять 50 тысяч рублей или больше, мне больше надо, да? Надо будет ждать 2 дня. Нет, вы можете обратиться в банк, и банк, увидев, что его опасения были напрасны, выдаст вам ваши деньги в любой сумме, которую вы попросите, но он сделает это при выдаче, при вашем паспорте. То есть вы приходите с паспортом, он удостоверяет вашу личность, менеджер определяет, что человек не находится под влиянием мошенников, и, соответственно, выдает ваши сбережения, ваши деньги в том количестве, которое вам требуется. Ну, а может ли возникнуть такая ситуация, здесь мы немножко отойдем в сторону, да? Потому что это очень важно тоже. Вот как сотрудники банков они будут реагировать на вот эти новые изменения? Они обязаны это делать, либо они могут делать это по оценке ситуации, допустим, если они подозревают. Или они обязаны это делать с каждым, кто хочет снять, вот, например, больше 50 тысяч. Ну, через банкоматы это будет отслеживаться у нас автоматически, то есть уже системы будут настроены, у каждого банка они обязаны это делать, потому что это законодательно введено. Просто Банк России определил 9 признаков, а на самом деле именно эти нововведения, они введены законом у нас, получается, да? А при выдаче денег через кассы в любом случае у менеджеров есть чек-листы, и они должны по чек-листам работать с клиентами и отслеживать, находятся они под влиянием мошенников или не находятся. В чек-листах это прописано. То есть регулятор сделал все то, что вот о чем мы говорили в прошлые 3 года, да? То есть мы к этому уже шли. Помните, мы на Финкульт были разработаны специально чек-листы, были разработаны уроки и вот эти все признаки мошенничества. И все-таки Центробанк добился того, что теперь сотрудники банков обязаны по этим чек-листам отрабатывать с каждым клиентом, чтобы он не стал жертвой мошенников, так? Ну, по сути, Банк России, да, прислушивается, разрабатываются новые методики, и они обсуждаются, и Банк России вносит именно инициативы на рассмотрение в Госдуму. То есть в любом случае у нас все законы принимаются же Госдумой, поэтому все идет через них. Вот, теперь хотела бы, в общем, так. Теперь я бы хотела очень, чтобы вы рассказали, кто такие дроперы и вообще как происходит взаимодействие. Вот. И я думаю, что телезрителям будет это очень интересно. Ну, дропер — это, по сути, посредник между мошенником и жертвой финансовых операций, да, вот хищений финансовых. Это человек, который через свою карту, через свои счета переводит или обналичивает деньги, при этом он берет за это какое-то вознаграждение. Иногда человек это делает осознанно, для того, чтобы подзаработать, но бывает так, что мошенники могут вовлечь добропорядочного человека для того, чтобы совершать свои мошеннические действия, при этом человек об этом не знает. Угу. А разве нельзя запретить им снимать деньги просто? Ну, теперь это есть тоже в нововведениях по поводу снятия наличных в банкомате. И если счета или карта засветились в мошеннических действиях, схемах, и они попали в специальную базу данных, которую ведет Банк России, то в этом случае дропером будет ограничена выдача денег через банкомат. Этот лимит будет составлять 100 тысяч рублей в месяц. Угу. А чтобы снять деньги больше, чем сумму больше, чем 100 тысяч рублей, нужно обратиться будет в отделение банка. Но для этого нужен будет либо паспорт, либо документ, удостоверяющий личность. И, конечно, что люди, которые понимают противоправность своих действий, они с паспортом в отделение банка не пойдут. Да. А люди, которые находятся под воздействием мошенников, они могут прийти в банк, и там ситуация уже каким-то образом разрешится. Но это не первое нововведение, которое в отношении дроперов были введены. До этого им уже были ограничены онлайн-переводы, в том числе и себе, и другим людям. Им блокировались карты и блокировалось дистанционное обслуживание. Ну, то есть о дроперах узнают в первую очередь от самой жертвы же, правильно? Когда он пишет заявление. И вот узнается расчетный счет, куда были отправлены деньги. И вот этот человек, который посредник, да, вот чей расчетный счет был указан для перевода мошенникам, сразу же автоматически становится подозреваемым, первым подозреваемым, да? То
то есть человеком, который несет ответственность. Ну, в том числе, да, потому что его счета и его карта были использованы в мошеннических схемах. Поэтому, если вдруг банк отказывает вам в переводе, в каких-то платежах, снятии наличных, это как раз повод обратиться в банк с заявлением, чтобы понять, что случилось, почему так происходит. И если действительно человек не в курсе, что он попал в эту мошенническую схему, что вот его использовали, скажем так, вслепую, то это нужно выяснить и предпринять определенные действия по исключению себя из базы данных. А кто чаще всего становится дроперами? Ну, дроперами чаще всего становятся подростки, потому что у них как раз интерес заработать, и там вот такие не очень большие суммы, и они считают это легким заработком. Ну, кроме того, как правило, такие предложения в интернете, в соцсетях подростки у нас очень активно пользуются этими услугами. Ну и с 1 сентября же тоже введены какие-то ограничения касаемые подростков. Вот оформление банковских карт, вкладов, счетов. Да, если раньше, например, подросток, получив паспорт с 14 лет, мог самостоятельно оформить себе карту, теперь это делается только с разрешения родителей. Для того, чтобы родитель понимал, что карту открыл ребенок, и чтобы он мог хотя бы отслеживать какие-то операции по этой карте. Ну и не забывать, что все-таки родители до 18 лет, там, иногда даже и старше, пока детям не исполнится даже 30, возможно, да, мы несем за них ответственность. Да. Вот. И все-таки, уважаемые телезрители, отрабатывайте со своими детьми, покажите эту передачу, пусть они посмотрят. И обязательно пользуйтесь теми советами, которые мы вам даем. Потому что дальше мы будем говорить о методах защиты от мошенников при безналичных и онлайн-платежах, которые появились этой осенью. Татьяна Владимировна, расскажите подробнее. Да, сейчас с сентября введен такой новый сервис. Это называется сервис второй руки. Его предоставляют теперь все банки. Если раньше это только отдельные банки предоставляли по своему усмотрению, сейчас все банки предоставляют такой сервис второй руки. Что это значит? То есть бывает так, что человек находится один на один с мошенником, и не всегда он понимает, что он находится под воздействием. Это, возможно, даже сейчас, да, больше для подростков и для людей старшего поколения, когда человек может определить себе помощника, который будет контролировать определенные операции. При этом этот человек не будет иметь доступ к счету. Он не сможет проводить какие-то операции без ведома самого клиента, но при этом он будет контролировать какие-то операции, там, может, на большие суммы, на какие-то там еще что-то. Это все зависит от того, какое право сам человек ему предоставит. И получается, что если операция будет нетипична, не характерна, возможно, она вызовет какие-то сомнения, то помощник может ее отклонить, предварительно там, поговорив или потом поговорив со своим человеком, близким родственником, который его назначил помощником. Получается то, что вот ранее в наших передачах мы говорили о ведении семейного бюджета. И вот там кто главный, тот, кто отвечает за семейный бюджет, да, тот и принимает решение. А здесь сейчас можно назначить человека, который, в принципе, может давать разрешение. То есть более компетентный человек, который больше разбирается в каких-то моментах, да? Вот именно это имеется в виду? Да, и не только это в том числе, но и не только это. Просто когда человек, например, находится под эмоциями, он может совершить какой-то необдуманный поступок, в том числе там, совершить какую-то большую покупку, либо перевести большую сумму денег, либо снять эту большую сумму денег. А помощник, он более рационально, он в этот момент спокойно, он не подвержен эмоциями, он оценит эту ситуацию уже с другой стороны. И он в течение, например, 12 часов должен будет либо отклонить, либо подтвердить эту операцию. За это время он сможет связаться со своим родственником, либо знакомым, кто вот его назначил, обсудить эту ситуацию и уже либо подтверждать, либо не подтверждать эту операцию. Причем, если в течение 12 часов операция не подтверждена, то она банком и выполнена не будет. То есть не говорит о том, что если, допустим, человек не подтвердил помощник операцию, и банк ее проводит. Нет, она просто не будет выполнена. Ни перевод, ни оплата не пройдет. Это, конечно, не панацея там, победы над мошенниками, но тем не менее люди, которые сомневаются, которые подвержены психологическому воздействию, вполне можно установить сервис второй руки на какие-то определенные суммы, на какие-то операции, чтобы именно банк уведомлял помощника для подтверждения или снятия операции. Ну да, это, безусловно, будет очень полезно для пожилых людей, для бабушек, дедушек, потому что мы видим случаи, когда пожилые люди даже продают квартиры.
и остаются потом ни с чем, и потом через суд пытаются это все вернуть. Конечно, закон становится на их сторону, да, их защищают как могут, но чтобы такого избежать, потому что это же огромный стресс, который они испытывают, и кто-то может пережить этот стресс, кто-то может не пережить, у кого-то, может быть, останется такая травма на всю жизнь. Зачем это делать, когда можно вот так вот с помощью такой специальной услуги решить массу проблем? Вот. А теперь давайте остановимся о периоде охлаждения для кредитов. Вот все-таки в последнее время вот даже в WhatsApp статусах, где-то в мессенджерах, в социальных сетях идет реклама от банков, да, что вот успейте оформить кредит, возьмите до периода охлаждения. То есть они начали использовать это такое в свою сторону. Но вот стоит ли вообще устраивать ажиотаж вокруг этого нововведения? Ну, это нововведение, об этом, между прочим, всегда говорили, и это тоже, опять же, пожелание шло снизу, собственно говоря. Банк России услышал эти пожелания и тоже ввел как инициативу, предложил как инициативу внести это в законодательство. Но здесь речь идет о чем? О том, что в период охлаждения он на большие суммы и будет достигать до 2 суток. Например, до 50 тысяч рублей кредиты, они будут выдаваться без периода охлаждения. Вот если кредит будет на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то вам его выдадут через 4 часа после того, как вы подпишете договор и оформите кредитные документы. Если же сумма свыше 200 тысяч рублей, то да, здесь период охлаждения будет более длительным, он будет составлять 48 часов. Но это как раз делается для того, чтобы человек тоже мог подумать, нужен ли ему этот кредит. Может быть, он его на эмоциях решил взять. Может быть, он находится под воздействием мошенников. И этот как раз вот этот 48-часовой период, он позволит хорошенько обдумать, надо брать кредит или не надо. Если по истечении этого времени человек не захочет брать кредит, он без каких-либо санкций, без каких-либо штрафов просто от него отказывается, он его просто не берет. Ну а если он находился под влиянием мошенников, то это, соответственно, забережет его средства, потому что человек поймет, что он не поддался на эти уловки. Кроме того, период охлаждения устанавливается только вот на эти кредиты, он не устанавливается на целевые кредиты. Например, если вы берете на образование, на недвижимость, там, на авто, если вы покупаете сразу в салоне, деньги перечисляются в салон, на рефинансирование кредитов, если оно не увеличивает сумму предыдущего долга. То есть вот на такие вещи период охлаждения не устанавливается. А также, если человек, например, обратился за кредитом, непосредственно покупая какой-то товар или приобретая какую-то услугу, потому что деньги тоже перечисляются на счет продавца, либо там в ВУЗ на образование, да, то есть когда банк понимает, что деньги идут конкретно за какой-то товар или за какую-то услугу. Если кредит оформляется с поручителем или созаемщиком, период охлаждения тоже не будет. Здесь расчет идет на то, что второй человек, тот же созаемщик, он, если увидит какие-то подозрения, какие-то опасения, он поговорит со своим знакомым, со своим там, близким родственником, да, и они кредит просто этот не возьмут. Точно так же касается это, если сервис второй руки установлен. То есть там либо подтверждение, либо не подтверждение. Здесь тоже период охлаждения не надо, потому что, как говорят, одна голова хорошо, а 2 лучше. Ну, конечно. Ну и по сути получается, что вот в этих случаях периода охлаждения не будет. И получается, что бояться-то по сути нечего, да? Наоборот, это делается для того, чтобы лишний раз человек подумал и, может, действительно кто-то передумает. И лучше ведь накопить на эту сумму, взять себя в руки, включить финансовую дисциплину и отказаться от кредитов в пользу накоплений. Потому что сейчас у нас, мне кажется, ставки и по вкладам, и по остальным программам накоплений тоже они остаются на таких рыночных выгодных условиях. Ну, всегда же говорится, что если можно накопить, лучше накопить. Ну, потому что кредит — это все равно это долговая нагрузка, это все равно стрессовая ситуация. Ну, как говорится, вы берете чужие ненадолго, отдаете свои навсегда. Ну, это да. Это одно из основных аспектов финансовой грамотности. Да. И вот я недавно читала, что за 5 месяцев этого года порядка 95 тысяч жителей Якутии воспользовались сервисом самозапрета на кредиты. Что изменилось в этом вопросе? Ну, здесь дальше больше не изменилось, а расширилось. Если раньше самозапрет можно было поставить только через МФЦ, с 1 марта это было введено в действие,
через госуслуги, то с 1 сентября это еще можно сделать через МФЦ. То есть возможности расширились. Некоторым проще это сделать через МФЦ, потому что прийти написать заявление, чем это, наверное, старшему поколению попроще делать, да, чем делать через госуслуги. Я напомню, что самозапрет вы ставите для того, чтобы на вас мошенники не могли взять кредит по чужим документам. Да. И по документы, я уже как-то говорила в передаче, уважаемые телезрители, имейте в виду, что нельзя оставлять копии паспортов, нельзя передавать копии своих документов третьим лицам, потому что многие вернулись с отпусков. Забрали ли вы копию из хостела, в котором вы жили в отпуске? Вот. Попросили ли вы уничтожить или забрали ли вы себе? То есть прям вспомните это все и по возможности сделайте так, чтобы копии ваших документов никому не достались, потому что мошенники же этим пользуются. Они могут с помощью переделать копию там, и так далее. Сейчас вы видите, что даже искусственный интеллект может все переделать, начиная от голоса, заканчивая документами. И мошенники этим пользуются, отправляют все, что угодно. И будьте бдительны в этом плане. Что же еще нового пришло нам этой осенью в мире финансов? Ну, в мире финансов, наверное, вступили в силу новые условия по навязыванию каких-то дополнительных услуг. То есть сейчас на законодательном уровне получается, что магазины, автосалоны, операторы связи, они обязательно должны на бумажном или в электронном виде получать подтверждение клиента о том, что он согласен с какими-то дополнительными услугами. При этом он ни в коем случае не должен предварительно проставить галочку на эти дополнительные услуги как согласие, да? Потому что, ну, по идее, это и раньше было. То есть ограничивалось. Да. Но банки, и магазины и другие организации чаще всего предзаполняли эти галочки. А мы же, как всегда, не совсем внимательно дочитали, как правило, там по диагонали. Иногда не было технической возможности снять эту галочку, да? И мы все подписывали. Но сейчас это запрещено законом. И если эта галочка предпроставлена, то человек может потребовать вернуть деньги за дополнительные услуги в течение 3 дней. И все магазины, операторы связи, банки обязаны будут это сделать. Если они будут это нарушать, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Если так брать вот общими словами, например, вот сейчас мы уже идем, наша передача подходит к завершению, да, и вот если так резюмировать, то получается все изменения, которые были внесены в законодательство Российской Федерации этой осенью, они в основном касаются того, чтобы люди могли сберегать. Так же? Чтобы они могли сберегать, чтобы больше защитить граждан от мошенников, поскольку государство заботится о своих гражданах. Поэтому все нововведения направлены, да, на улучшение условий. Да, и благодарю вас, Татьяна Владимировна, за такое интересное интервью. Тема очень актуальная. Я думаю, что нам надо будет еще раз с вами встретиться и уже подвести некий итог, посмотреть, как же все-таки изменилась статистика по мошенничествам. И привели ли эти действия государства к тому, что, например, даже в нашей республике этот показатель снизился? Ну, я на это очень надеюсь. Я уверена, что и вы тоже. Да, это интересная статистика, ее хорошо бы посмотреть. Наверное, это по итогам года будет наиболее интересно, чтобы уже понимать полный год, когда все нововведения заработают. Да, это хорошая идея. Отлично. Тогда, уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, смотрите наши новые выпуски. И напомню вам, что повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нашей передачей. С вами была Рита Якушева в передаче про деньги. До новых встреч в эфире. La 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 la.